Здравствуйте еще раз, добрый вечер. Меня зовут Гульнара Ярольна, я координатор штаба татар Москвы. Мы находимся вот в этом уютном нашем доме. Это называется у нас штаб татар Москвы. Коротко расскажу о нашей общественной организации. Штаб татар Москвы уже существует более 24 лет в Москве. Мы объединяем татар Москвы, башкир, и самое главное, мы за сохранение татарской культуры, языка, для того, чтобы все между собой общались, друг другу помогали, решали какие-то свои вопросы. Обязательно, конечно же, помогали по работе, находили себе пару, находили себе единомышленников в работе, в бизнесе и в любовных делах. И также у нас есть очень много клубов при штабе татар. Это клуб Татар Мафия, который у нас уже более 3 лет. Клуб студентов, который мы тоже каждое воскресенье у нас называется Яшлер Якшембе Кыны. У нас есть клуб Аксакалов, у нас есть бизнес-клуб Масштаб, есть медицинский клуб Гиппократ. Также у нас есть клуб тюркских народов. То есть очень много разных клубов, где мы объединяем татар и башкир, и они также друг другу помогают и объединяются между собой. Сегодня у нас уникальный вечер. Сегодня мы собрали на встречу, у нас сегодня вечер бакинских татар. Дорогие друзья, у нас в гостях, я его называю народный певец, народный артист Азербайджана Расим Меллим. Это друг наш, с которым мы полгода работали в Турции, в городе Аланья. Добрый вечер всем. Мурадов Расим. Приветствую, я рад, что сегодня здесь, среди своих. Я азербайджанец из Баку и дружим уже семейно, сколько лет? 30 точно. Да, точно. Спасибо, что передали микрофон мне. Я хочу исполнить прекрасную народную азербайджанскую песню «Сары Гялин». Да? Мужчины, когда талантливый, пляшет ли, поет, не говорит ли, он всегда хочет, что людям показать, правильно? И все довольны. А женщина, талант, во-первых, некрасивых женщин не бывает. Учтите, мужики, учтите. Раз. А женщина, имея талант, должна его держать вот 2 руками, да еще с помощью мужа любящего, вот так. Потому что если она талант будет так же, как мужики, разбрасывать, она пойдет как в разнос. Поэтому, милые женщины, вы все талантливые, все красивые. И вот за это, хоть говорят на Руси, я брусевший, извините, на Руси говорят, давайте за это выпьем. Тут прекрасный чай, прекрасный аромат. У меня, правда, собачий нюх тоже тут. Прекрасный аромат.
прекрасная, вкусная, красивая закуска. Я вот предложил бы, с твоего разрешения, сделать вот так. Налейте все себе чай, вон, да еще вода какая-то есть. Соки тоже есть. Ну что ж, дорогие друзья, я по приглашению моего причастного родственника, как это в юриспруденции выражают, Рамиза Фаридовича Чумарина. Стоматолога, у которого стаж за плечами свыше 30 лет. Прошу, Рамиз, с тебя и начну. Здесь он со своей очаровательной супругой. У Рамиза, будем говорить, семья медиков. Сын, дочь пошли по стопам отца, стоматологи, а супруга Земфира Ханум Хаметова Чумарина, она у нас педиатр, врач. Вот. Ну что ж, мне самой действительно тоже стало уютно и приятно с вами здесь общаться. Следующим. Вот недалеко от Чумариных, но это рядом с ними родственники. Ринат, двоюродный брат, да, Земфиры, и Аделя Ханум. Дальше, вот посмотрите, какой симпатичный пацан сидит. Для меня он пацан до сих пор. Прошу тебя, встань. Суд идет. Осман Тазуманов. У нас в Баку был народный ансамбль татарской песни и танца под таким поэтичным, красивым названием «Гюзалим». Халк Махны Варакс ансамбль. Вот этот джигит пришел ко мне в ансамбль в возрасте 5 лет. А сегодня он представитель нефтяной компании. Рядом с ним сидит очаровательная супруга, Инарочка, будь добра. Профессор, завкафедрой Института славянских языков у нас в Азербайджане, у нас в Баку. Преподаватель французского языка. У них 3 дочек. Учтите. Ищем женихов достойных. Так, дальше вот я уже начинаю болеть слепотой. Вот после Инары я уже вас знаю. Это супруга или дочь? Нет, не супруга, не дочь, я просто гость. Гость. Я думала, рядом сидим, может, поэтому. Ну, значит, перехожу вот к Каракарши. Каракарши сидит моя любимая, еще одна любимая, да, будем говорить, подружка, Филюся Ханум Сабитова. Фаечка, встань, пожалуйста, пусть все тебя сегодняшние прихожане узнают. Филюся Ханум тоже уроженка нашего города Баку. Да, она закончила тот же университет, что и я, но я химик, она юрист. Долгие годы в доме Асадуллаевых Филюся Ханум безвозмездно. Вот я пела безвозмездно, а она безвозмездно всем давала консультации. Она имеет звание адвокат года от Лужкова. Берегите ее! Бережем. Рядом с ней очаровательнейший мужчина Шамиль. Это Сабитов, естественно, Фаина твоя. Это я не поменяла фамилию, потому что в Москве есть переулок Мансуровый, поселок Мансурова. Шамиль у нас тоже бакинец. Он представитель афганцев. Знаете, да? Вот нашей афганской войны. Вот. Уважаемый человек. Сегодня он работал здесь в полномочном представительстве Татарстана долгие годы. А вот сейчас он представляет одну из строительных компаний. У них тоже очаровательные дочки. Они входят в этот штаб. Вот. Дальше около Шамиля, кто сидит так тайно, скрытно. Марат, ну может это не наш, по-моему, да? Ваш. Да, будьте добры, встаньте. Хаметов Ирек Алимович. Ирек Хаметов. Как это говорят, а слона-то я и не приметила. Это тоже представитель наших бакинцев, закончивший в Баку. Ирек, он меня тоже, оказывается, 4 лет помнит, но человек, когда поет, вот, например, врач у своего скальпеля, да? Писатель у своей тетрадки и пера. А вокалисты, певцы, они поют, и для них каждый, кто сидит, это в одном едином лице зритель. Он меня помнит, а я его
не помнила. Мы с ним бакинцы, но познакомились в Москве, представляете? Ирек Хаметов, он закончил тоже Бакинское училище музыкальное имени Асафа Зейналлы, а в Москве уже он закончил юридическое отделение Плехановского института.